если бы те нарастили, а эти не снизили, вот где наши 17 миллиардов денег. На такую сумму более 500 предприятий Татарстана в этом году снизили налог на прибыль. По данным налоговых органов, размер убытков предприятий Татарстана в этом году вырос более чем в 1,5 раза. Долг налогоплательщиков в республиканской казне превысил уже 12 миллиардов рублей. Необходимо держать руку на пульсе и быть готовыми оперативно реагировать на новые вызовы. За первое полугодие сумма налога к уменьшению бюджета республики составила 7 миллиардов 879 рублей. И что в 4,3 раза больше, чем за следующий период прошлого года. Такой негативный тренд роста убытков и сумм налога к уменьшению говорит о необходимости усиления финансового мониторинга. Существенный рост долгов допущен предприятиями сферы строительства, ЖКХ и промышленности. Рустам Минниханов поручил усилить работу балансовых комиссий всех уровней и в каждом конкретном случае досконально разбираться в причинах. Балансовым комиссиям давайте внимательно по каждому предприятию пройти, посмотрите, почему так случилось, какие причины. Наверное, и причины есть. Как можно стабилизировать ситуацию? Сейчас предприятия в новых экономических условиях пересматривают свой бизнес. Необходимо задействовать все меры федеральной и республиканской поддержки. А в текущей ситуации в любой момент многие вопросы могут усложниться, и сегодня они достаточно сложные. Поэтому нам необходимо создать запас прочности. Самое главное, продолжать соблюдать жесткую финансовую дисциплину и абсолютно первостепенным образом проводить первоочередные обязательства и социальные обязательства. За 9 месяцев в консолидированный бюджет республики поступило 362 миллиарда рублей. С учетом этого сейчас верстают бюджет будущего года. В нем дефицит более 27 миллиардов. При этом бюджеты муниципалитетов планируют сделать бездефицитными. В работе формирования местных бюджетов необходимо основываться на нормативных финансового обеспечения муниципальных учреждений на 2023 год. Необходимо придерживаться согласованных в Минфине показателей по доходам и расходам и принять местные бюджеты без дефицита. В целом финансовая система надежная. Этот год осталось еще 2 месяца. Я думаю, что достойно отработаем. Президент поручил усилить контроль расходования бюджетных средств по госконтрактам, а также усилить работу балансовых комиссий и на уровне муниципалитетов. Иван Сарафанов, Дмитрий Аринин, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань.